Еўрарадыё.фм. Всем прывітанне, гэта жывы эфір са студыі Еўрарадыё, пры мікрафоне Павел Свярдло. Глядзець нас можна праз сацыяльныя сеткі, ВКонтакте, Аднакласнікі. З Фейсбукам сёння нейкія праблемы, там эфір з'явіцца крыху пазней. Таксама на YouTube, а таксама можна нас слушаць праз наш сайт і праз спутнікі ўвогуле, там, дзе нас можна слушаць. Зараз мы будзем размаўляць пра кіно. Канешне, размаўляць пра кіно гэта прыкладна як танчыць пра архітэктуру, але тым не менш, у нас у гасцях два дзеяча з майстэрні сацыяльнага кіно. Гэта дырэктар майстэрні і рэжысёр Андрэй Палупанаў. Прывітанне, Андрэй. Прывітанне. І яго намеснік і прадзюсар Канстанцін Верабей. Прывітанне, Канстанцін. Прывітанне. Майстэрні сёлета спаўняецца 6 гадоў. 6 гадоў таму яна паставіла перад сабой місію праз кіно і медыа фарміраваць культурнае, талерантнае і адкрытае грамадства ў Беларусі. Ну як? Сфармировали за 6 годов, ці яшчэ в процессе? Ну, скорее всего, еще в процессе, потому что на самом деле миссия, наверное, должна быть такой вдохновляющей и трудной для достижения, для того, чтобы каждый день заставлять себя и расти, и стратегически думать, и что-то делать. Но если бы мы за эти 6 лет не увидели бы прогресс в этом, то, наверное, мы бы уже закрылись бы и не занимались бы этим. Я думаю, мы бы закрылись, если бы мы достигли бы толерантного общества, мы бы так и раз это и тоже, все. да. То есть какой смысл, да? У двух выпадках вы б закрылись, калі б дасягнули і калі б не было прагрэсу. Зараз мы недзе, значыцца, у працэсе. Што атрымалася зрабіць асноўнага за гэтыя 6 гадоў? Я думаю, што, конечно, ўсё мы дакладна не пералічым, ну, але нешта галоўнае і нешта апошняе. Вось што б вы, як вынікі, адзначылі? Константин. Давайте я. Во-первых, наверное, самый наш успешный кейс за эти 6 лет – это адвокационная кампания по проекту указа президента о стимулировании кинематографии. Когда мы вообще пришли в киносообщество с идеей мастерской социального кино, мы видели, что киносообщество очень сильно разобщено. И вот одним из шагов для объединения его стало то, что мы провели и серию круглых столов и определили единую от киносообщества позицию о том, как должна развиваться кинематография, и начали понемногу выстраивать вот этот мост между киносообществом и Министерством культуры, потому что его не было вообще, и то, что этот вообще диалоговый процесс начался, и в итоге указ не был принят, это тоже достижение. Інклюзія. Указ гэты меў за мэту нейкім чынам абмежаваць кінасупольнасць, падпарадкаваць. Я просто памятаю нешта, да, але не памятаю дэталяў. Як там, што было? Ну, если детально, то, по сути, субъектом стимулирования кинематографии становился Беларусьфильм, и все кинопроекты при поддержке государства они могли осуществляться только через Беларусьфильм. То есть это даже ухудшение той системы, которая есть сейчас, хотя и сейчас она недостаточно эффективна, если мы ее сравниваем с аналогами в других странах. Этот указ не был принят, и мы наконец-то начали доносить о том, что есть и другие субъекты, есть другие учреждения, некоммерческие, есть коммерческие компании, которые занимаются кинематографией, они на самом деле имеют право претендовать на и государственное финансирование, на какие-то льготы и поддержку от государства, так же, как и Беларусьфильм. То бок Беларусьфильм збіраўся стаць такой праслойкай паміж дзяржавай з яго грашыма на культуру і ўсімі астатнімі кінематаграфістамі, неяк так. А ў нас ёсць яшчэ шмат іншых кінематаграфістаў, якія маглі б за дзяржаўныя грошы і не толькі рабіць нейкі варты прадукт, які Беларусьфільм, в прынцыпе, не робіць, як мне здаецца, на які не зважае. Вось вы сказалі слова інклюзія. Да. Мне здаецца, што Беларусьфільм, я ва ўладзе стэрэатыпаў, але гэта пра вайну. Ну, теперь еще и про Купалу. И про Купалу. Да. Ну, не благо, да. Конечно. Ну, на самом деле, есть еще вопрос касаться вот системы кинематографии. У каждого должен быть выбор. То есть у молодого кинематографиста должен быть выбор. Он может работать через Беларусьфильм, но также он должен иметь такие же права работать через частную компанию, через некоммерческую организацию. Вот. По поводу инклюзии, мы вообще первыми, кто
подняли этот вопрос, инклюзия в кинематографии. И за 6 лет мы провели уже 2 проекта. Это «Новый взгляд. Арт-инклюзия», в котором появились люди с инвалидностью, которые определили, что они хотят заниматься фильммейкингом, хотят заниматься видео. И мы им помогаем, мы их стимулируем. И что очень важно, что инклюзию мы понимаем в этих проектах шире. Это не только люди с инвалидностью и без инвалидности, но и люди разных возрастов, от 20 до 60. Это люди разных социальных статусов, с разным уровнем заработка, но они на равных бесплатно могут заниматься, получать знания, обмениваться мнениями. И очень важно, что это появилось, и мы уже ввели инклюзию как принцип, которого хотим достигнуть во всех проектах. То есть мы не хотим в дальнейшем такого лейбла «инклюзивный проект». Все проекты мастерской в перспективе должны стать инклюзивными. Андрей, мне здавалася, што кіно гэта ў прынцыпе такая пляцоўка, дзе яднаюцца абсалютна розныя людзі. Ну, рэдка магчыма ўявіць фільм, дзе акторы толькі там аднаго ўзросту ці аднаго пола і гэтак далей. Але вось Канстанцін кажа, што ўсё ж такі інклюзію разумеецца як разнастайнасць у вашай майстэрні. Да? Чаму ўзнікла такая праблема, калі гэта і так, калі кіно гэта і так разнастайнасць. Ну і з якімі праблемамі, з якімі цяжкасцямі вы сутыкаецеся, калі аб'ядноўваеце абсалютна розных людзей на здымачнай пляцоўцы ў майстэрні? Я вот как раз хочу один пример привести. Я вспомнил, еще когда мастерской не было. Еще только киношкола существовала. Киношкола с 2009 года, мастерская с 2013 года. И к нам пришла девушка поучиться в киношколе на актерском мастерстве. И, так сложилось, что девочка имела инвалидность. Девушка, она уже там лет 25 на тот момент. Вот. И, естественно, у нас у самих возникло такое сомнение, вот как же так? То есть вроде бы она, как это говорится, профнепригодна. У нас же такое правило. По стандартам... Да, есть стандарты. Я не ведаю, прынятым у кинематографе нельга было брать Получается, да. Как бы... И вы не подыходите. То есть вот сейчас ситуация, которая возникла в Академии искусств Саши Городниковой, которая хотела поступить, и МРЭК ей, скажем, ограничил эту возможность. Вот это похожая ситуация, только в таком более маленьком масштабе. Она возникла у нас, но мы гибкие в этом плане. Мы киношкола, мы подумали, почему нет, давайте попробуем. Вот. Я ей предупредил сразу, смотри, говорю, будут какие-то вот такие упражнения специфические. То есть и мы предупредили педагогов, которые будут работать с этим. Она отучилась 9 месяцев, как у нас курс. И более того, у нас на момент окончания сложился проект как раз вот с Леонидом Калитени. Тогда еще он как независимый продюсер работал. Фильм короткометражный «Жизнь клетчатой сумки». Сценаристом выступила Влада Синькова. И вот эта девушка, она поучаствовала в главной роли и великолепно справилась. То есть ей нужно было сыграть девушку с инвалидностью. И она, будучи самой как бы с этой особенностью, она включилась. И более того, она еще там добавила, привнесла каких-то художественных, каких-то таких там элементов, и потрясающий фильм получился. То есть я к тому, что с одной стороны, вот это есть, вот это ограничение. То есть... Тут трэба патлумачыць, да, не ўсе ведаюць, я думаю, што такое МРЭК і як працуе гэтая сістэма. Што ў нас, напрыклад, калі чалавек нават не мае інваліднасці, а там страціў прытомнасць, да, дзе-небудзь у публічнай прасторы, яму, напрыклад, могуць забараніць кіраваць аўтамабілем. Да? І калі чалавек, напрыклад, перажыў складаную аперацыю, атрымаў нейкую групу інваліднасці, якая здавалася б, ніяк там, вось гэты прыклад кіравання аўтамабілем, да, ён такі проста тыповы, што амаль усе тут праходзяць гэтыя курсы кіроўцы, да, кіруюць аўтамабілем, это звычайная рэч. І вось гэты дэфект нейкі, да, ён ніяк не ўплывае на здольнасць кіраваць аўтамабілем, але рэспубліканская экспертная камісія чалавеку гэта забараняе з нейкіх, не ведаю, сваіх нормаў і нормаў, відаць, прынятых у нашым заканадаўстве. Аказваецца, з акцёрскім майстэрствам і з кінематографам тая самая сітуацыя. МРЭК можа забараніць чалавеку пайсці вучыцца, да, і стаць у выніку там акцёрам ці рэжысёрам, не гледзячы на тое, што чалавек, у прынцыпе, кажа, я здольны, я магу.
але ў майстэрні сацыяльнага кіно выявілі опытным шляхам, Так. да, просто метадам спробаў і памылак, што насамрэч такая магчымасць ёсць. Інклюзія гэта якраз таки ёсць уключанасць гэтых людзей у працэс. Вы правялі адзін прыклад. А колькі, ну, я не ведаю, ці можна ацаніць вось за 6 гадоў, да, колькі чалавек з дададзенымі патрэбамі, да, прайшло праз вас, да, праз вашу майстэрню, праз ваши руки? Ну, на самом деле немного. То есть здесь еще много работы с этим. И проблема еще в том, что люди, которые ограничены в передвижении, например, или еще с какими-то особенностями, они уже с самого детства сталкиваются вот с этой ситуацией, что они, как это называется, социально исключенные из общества. Вот Это... это... Человек сам не может уявить, что и он может там быть актором. Да, да, то есть он не верит в себя, то есть он видит, как на него смотрят люди, потому что еще в обществе есть такая определенная обстановка. Мы как бы стараемся вот их немножко куда-нибудь подальше, чтобы они нам на глаза не попадались, да, то есть вот еще такое бытует, как люди возмущаются, да, по поводу того, что там было где-то, да, у нас в Бресте или в Гомеле, там человек хотел построить себе пандус, да, чтобы подъехать в жилой дом, и там как соседи возмутились, это, конечно, был шок. Причем они почему-то были уверены, что это за их счет. То есть такие ситуации, они показывают то, что общество, ну, оно еще как бы, я не знаю, какими веками живет в голове своей. Вот тут, конечно, большая работа в связи с этим. Ну, то бок это такое, не ведаю, наколькі натуральнае, але закладзенае ў чалавечай прыродзе імкненне да уласнага камфорту і да таго, каб усё навокал было прыгожа і нічога па ўласных стандартах нейкага чалавека непрыгожага вакол сябе не бачыць. І, натуральна, да кінематографа гэта ўсё, я думаю, удвая і ўтрая адносіцца, таму што мы ўсё ж такі прызвычаліся, не ведаю, хто можа са мной паспрачацца, што ў кінематографе ўсё прыгожа, калі гэта не трылер, да? Это зоркі, там, селебрытіс і гэтак далей. А ў выніку праблема не толькі ў тым, што ёсць абмежаваныя магчымасці студыі, але і ў тым, што людзі самі не гатовыя да вас звяртацца. А тыя, хто звяртаюцца, як іх кар'еры складаюцца? Ну, неплохо. Вот Константин может рассказать. Ну, по количеству вообще скажу, это около 20-30 человек в проекте сказал, нас что принимает. Ну да, то есть это, в принципе, нормальный процент, похоже на то, что происходит в других организациях. Но да, действительно, правильно отметил Андрей, есть проблема, что чаще всего это люди с инвалидностью, которые уже активны и в других сферах. То есть они просто видят, что есть какие-то курсы в сфере видео, им хочется попробовать. Ну и, наверное, вот мы можем назвать человек за 4 года, что мы занимаемся инклюзией, человек 15, которые вот определили, что видео они будут заниматься. Один из участников уже открыл ИП в этой сфере с инвалидностью и уже определился, что ему это интересно. Вот. Вельмі цікава, як складаюцца іх кар'еры пасля майстэрні, то бок вось яны скончылі супрацоўніцтва з вамі і далей, вось куды яны могуць? Ці могуць яны пайсці на Беларусьфільм на той же самы, да? І ці могуць яны пайсці акцёрамі ці там, я не ведаю, памочнікамі рэжысёраў да іншых рэжысёраў. Вось, але пра гэта я ў вас запытаюся, перапытаю яшчэ раз праз 2 хвіліны, а за гэтыя 2 хвіліны мы на Еўрарадыё паслухаем выпуск навінаў. Мы размаўляем пра майстэрню сацыяльнага кіно, якая за 6 гадоў зрэалізавала шмат розных цікавых праектаў, і праз 2 хвіліны вернемся ў студыі Еўрарадыё, каб працягнуць гэтую размову. Не пераключайцеся. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Беларуска, якая выжыла пры падзенні з гары ў Грузіі, была ў групе са сваім мужам. Пра гэта парталу Тутбай распавяла іх дачка Тацяна Сірач. Нагадаю, учора ў Грузіі пры спуску з гары Тэт-0, дзе згубіліся 3 беларускія альпіністкі. Сёння 2 з іх знайшлі мёртвымі, а 3 параненай. Выжылую беларуску Алену Сірач з Брэста даставілі ў лякарню горада Месція. Па словах яе дачкі, яе бацькі ўжо 20 гадоў, як займаюцца альпінізмам. Алена Сірач пакуль не звязвалася з бацькам, ён спускаецца з гары, а з маці ўжо трохі паразмаўляла, калі ратавальнікі далі ёй тэлефон. Алена Сірач у добрым стане. У Касцюковічах здымаюць асфальт, пакладзены учора да прыезду Александра Лукашэнкі. 14 жніўня Александр Лукашенко прыязджаў у Касцюковічы за 2 гадзіны да ягонага прыбыцця. Дарожныя працы былі скончаныя. Сёння асфальт здымаюць. Прадстаўнік краевыканкама заявіў Еўрарадыё, што ў хуткім часе рабочыя пераробяць 500-600 метраў дарогі, якая была зроблена неякасна. У Віцебскі п'яны мужчына збіў і выгнаў сваёй хаты 4-гадовага сына. Дзіця ўсю ноч сядзела ў дзіцячай калясцы. Раніцой хлопчыка заўважылі і паведамілі ў міліцыю. Мужчына быў п'яны і пасварыўся з жонкай. Збіў яе, жанчына сышла з кватэры, у выніку муж працягваў распіваць алкагольныя напоі і напаў на сваё малое дзіця. Цяпер ён знаходзіцца пад вартаю. Яго вінавацяць па крымінальнай справе ў 2 артыкулы: наўмыснае прычыненне цяжкога цялеснага пашкоджання і пакідання непаўналетняга ў небяспецы. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Мы размаўляем пра майстэрню сацыяльнага кіно, якой сёлета спаўняецца 6 гадоў. Дырэктар і рэжысёр майстэрні Андрэй Палупанаў і яго намеснік прадзюсар Канстанцін Варабей у нас у студыі. Прывітанне яшчэ раз, Андрэй, прывітанне, Канстанцін. Што ж, мы спыніліся на тым, куды людзі з інклюзіяй, інклюзіўныя акцёры, якія праходзяць праз вашу майстэрню, ідуць далей, як іх працягваецца кар'ера. Адзін прыклад ёсць: чалавек зарэгістраваў ІП і будзе індывідуальным прадпрымальнікам і звязаў сваё жыццё, ў прынцыпе, з відэа. А вось далей знаходзіце яны сябе ў акцёрскім менавіта свеце, у свеце кіно? Ну, актерских курсов у нас инклюзивных вот были только в киношколе. Вот, у нас мы все-таки обучаем сценарному мастерству, режиссуре, операторскому. И важно уточнить, они никуда не уходят от нас, потому что всегда не могут рассчитывать на нашу поддержку, поэтому и со всеми выпускниками 2015 года, 2016 года мы поддерживаем коммуникацию, всегда им помогаем в их проектах. Не, ну одна справа гэта падтрымка, а іншая справа гэта ўсё ж таки яны ж не абавязаны рэалізоўваць себе только ў рамках майстэрні. Конечно. Правильно? Вот, поэтому они чаще всего переходят в какие-то собственные проекты, которые они делают, потому что трудоустроиться, опять же, ввиду этой стигматизации, стереотипа, им весьма сложно. То есть мы пока видим перспективы вот в этой самозанятости, в сотрудничестве с нами, сотрудничестве с другими НГО. Некоторые участники снимают для других некоммерческих организаций видео. Одна из выпускниц последнего курса, они на базе общества глухих создают тоже свою студию для того, чтобы информировать людей с нарушением слуха. То есть будет целый проект, такой YouTube-канал. И хорошо, что, по сути, наш проект помог им запустить свои собственные проекты, и вот, наверное, на сегодняшний день это самое перспективное, что может быть. Ну, просто слово сацыяльнага кіно у назве майстэрні, сацыяльнае, яна спрацавала напоўніцу, да? Нешта рабіць для глухіх, в прынцыпе, звязанае з відэа, вельмі лагічна, на мою думку, так? Давайте пра іншыя праекты, таму што праектаў шмат. Мы тут напланавалі і наанансавалі, напрыклад, распавесці пра досвед моладзевых абменаў Movie Movement і сумесныя праекты маладых беларускіх і нямецкіх кінематаграфістаў. Да? Вот распавядзіце, што гэта, калі гэта было і чым скончылася. Расскажу организационно. Андрей непосредственно был внутри и сможет передать эту атмосферу. Мы сделали молодежный обмен. 12 белорусских молодых кинематографистов в возрасте до 25 лет поехали в Германию к таким же 12 немецким молодым кинематографистам. И в условиях недельного мастер-класса в Берлине они должны были придумать вместе истории
про толерантность и антидискриминацию и снять уже первые сцены в Берлине. А важным условием нашим было то, что команды формировались и из белорусских участников, и из немецких. Нам очень хотелось, чтобы они обменивались опытом и профессиональным, и жизненным, социальным. То бок вы не давали только там 3 белорусам? Нет. Вот. Да, у нас в команде каждый Замкнуться должны на себе были и- белорусские и немецкие участники, и это очень интересный опыт оказался и для ребят. В итоге они создали... Потом они вернулись через месяц в Минск вместе с немецкими участниками, и здесь доснимали, монтировали свои короткометражные фильмы. В результате у нас получилось 5 фильмов, которые поднимают очень разные проблемы, от домашнего насилия до прав ЛГБТQ-сообщества. Ладно, Андрэй, абяцалі запытацца у вас, як гэта было. Ну, на самом деле, Все ўвогуле все ведалі беларускую там з аднаго боку і нямецкую з іншага боку. Ці як яны рабочий язык английский. Ага. Вот, это было изначальное условие для всех. Вот, проблема, наверное, такой у меня была, потому что у меня английский отвратительный, поэтому мне пришлось пользоваться услугами переводчика. Вот, ну, в общем-то, все прошло хорошо. В принципе, у нас есть уже опыт каких-то таких кинотренингов, которые мы проводили без обмена, то есть с белорусской аудиторией, и результатами, в общем-то, были фильмы, скажем, снятые в рамках проекта «Хронотоп» с Андреем Кудиненко, то есть это очень хороший, скажем, такой бэкграунд, который можно сейчас использовать в дальнейшем. В этом проекте мы в том числе его тоже использовали. Сложность была лишь в том, что были немецкие участники и белорусские. Вот это мы, конечно, очень переживали, что возникнет вот эта сложность коммуникации, но, в общем-то, все прошло хорошо, и мне даже показалось, что в какой-то момент там мой тренерский контроль, он как бы немножко такой был недостаточный, что ли, или же сам необходимость его отпала. То есть люди начали самоорганизовываться, и им было очень интересно, и проектов было много, и они менялись, идеи постоянно, хотя в какой-то степени это тоже проблема, потому что им хотелось, каждому хотелось Яны не что-то конкурировали сказать. паміж сабой? Нет, Там ну как бы были- не было необходимости Не в было конкуренции. гран-при там нейкага, Скорее, да? проблема возникала, когда они объединялись в малые группы, и внутри малой группы нужно было договориться, потому что каждая личность, каждый же хочет выразиться, да, Кожны и хоча, вот каб это... было па-ягонаму, правильно? Да, Вот да, я да. это придумал. И поэтому, это может быть. когда команда небольшая, например, в числе там 2-3 человека, им было проще. Вот, и они тогда двигались более эффективно, и тогда у них не возникало. А группы, которые побольше, у них, конечно, там им было очень сложно. Ну вось наступны пункт з нашага анонса — гэта інтэграванне беларускага кіно ў еўрапейскую кінематаграфічную прастору. Гэта, я так разумею, нейкі движняк, які ідзе апошнім часам і адрозны ад проста праграмы абмена беларускіх і нямецкіх маладых кінематаграфістаў, таму што ён ідзе на ўзроўні урада, на ўзроўні беларускага міністэрства замежных спраў, міністэрства культуры. У чым там справа? Я так думаю, што ізноў жа Константин, відаць, нам раскажа пра гэта. Пытанні такія фармальныя. Да, это продолжение вот той адвокационной кампании, которую мы начали 2 года назад, потому что каждый раз, когда мы работаем с выпускниками киношколы Андрея, выпускников Академии искусств, других частных школ, там, иностранных учебных заведений, мы видим, что молодые авторы, они доходят до какого-то порога, и им дальше тяжело развиваться, ввиду отсутствия достаточного количества ресурсов в Беларуси. Объективно, даже если мы возьмем все государственное финансирование, которое есть, там около 4-5 миллионов долларов, это очень мало для такой страны, как Беларусь. И многие страны решают этот вопрос тем, что они запускают копродукционные проекты, дают возможность своим кинематографистам подаваться на проекты в Европу и получать оттуда финансирование. Ну, давайте все ж таки Беларусь гэта Еўропа, але гаворка ідзе пра Еўрасаюз. Да. У якім нас, на жаль, пакуль што няма. Нас там и нема, и, к сожалению, мы не подключены к тем программам, к которым подключены страны другие восточного партнерства. То есть, например, Нават які не ўваходзяць у Еўрасаюз. Да. Это речь идет об Украине, Армении, Грузии. Они все имеют доступ к программе «Креативная Европа». И на самом деле то, что мы сейчас пытаемся донести государству,
что это не только решение проблем для негосударственного кинематографа, но это и помощь государственному кинематографу, если они смогут этим воспользоваться. Например, тот же Беларусьфильм, фестиваль «Листопад» также смогут подаваться на гранты Европейского Союза в эту программу и в конкурентных условиях получить это финансирование. И последнее наше обращение было направлено в Министерство иностранных дел. Мы были на приеме у заместителя министра. И, в принципе, Министерство иностранных дел видит это перспективным, готово прорабатывать эти вопросы, но инициатива должна идти от Министерства культуры. Поэтому сейчас мы получили ответ о том, что что Министерство иностранных дел отправило запрос в Министерство культуры о том, какая их позиция относительно ратификации Европейской конвенции о совместном кинопроизводстве и присоединению к этим фондам. А какие там есть подводные камені? Потому что я вот пакуль, як вы распавядаеце про это, я ўвогуле не бачу праблемы з тым, каб ратыфікаваць гэтую канвенцыю. Але магчыма, там ёсць нейкія патрабаванні, з якімі ці часткова, ці цалкам беларускія чыноўнікі не згодныя, ці нейкія абавязальніцтвы, я не ведаю, якія трэба на себе ўзяць. Тут чым проблема? Смотря о чем идет речь. Например, в Креативной Европе есть взнос, но каждая страна договаривается самостоятельно о его размере. Например, Украина платит 1 евро в год, чисто символически, а Молдова платит 40 тысяч евро. Но, в принципе, практически каждая из этих стран уже получила более 2 миллионов евро из средств Евросоюза. То есть это выгодно. Но это вопрос переговорного процесса между Беларусью и Евросоюзом. Ну, мне здаецца, што ніхто ў Еўропе, у Евросоюзе Беларусь не лічыць вельмі заможнай краінай нейкай. Да. Если это касается ратификации Европейской конвенции о совместном производстве, то, конечно, здесь вопрос в том, что необходимо ратифицировать саму конвенцию и привести наше законодательство в соответствие с европейским законодательством для того, чтобы мы могли на равных с европейскими коллегами из Евросоюза реализовывать совместные проекты. То есть здесь должна быть такая же законодательная база, но, например, это сделала Россия. То есть все магчыма. Да, то есть, в принципе, нам даже выгодно находиться в одном правовом поле и с Евросоюзом, и с Россией, то есть, чтобы здесь также действовала эта конвенция. С Евремажем, это один из самых крупных европейских фондов, сложнее, потому что он находится при Совете Европы, а Беларусь не является членом Совета Европы, и здесь есть политический подтекст, из-за чего принципе, к этому фонду, наверное, наиболее сложно присоединиться в данный момент. На шляху Беларусі да Савета Европы стаіць смяротнае пакаранне, яго адмена, а гэта сапраўды палітычнае пытанне, у якое ўсё шмат чаго ўпіраецца. А Андрэй, я хацеў запытацца, а колькі трэба маладому кінематаграфісту грошай на тое, каб зняць фільм? Зараз жа все ўсім кажуць, бярыце тэлефон, зараз такі тэлефоны, што можна здымаць на іх все што заўгодна, ці там фотоапарат, там все ідзіце здымайце там. А вось Канстанцін кажа, што 4-5 мільёнаў ад Беларусьфільма за год, ад беларускай дзяржавы, іх у прынцыпе-то і не шмат на што хапае. На самом деле, здесь я хотел тоже ремарку вставить. Если бы от этих 4-5 миллионов миллион бы дали нам, Костя, скажи, мы бы как бы распорядились, поверь, кино бы было просто вот реально много, на самом деле много, разного, и миллион — это очень много для кино, для нашего, для белорусского, потому что сейчас наши ребята умудряются за копейки делать и достаточно неплохие работы. То есть мы сейчас делаем вот на базе киношколы эксперимент такой, то есть мы снимаем мистический детектив «Тайны Аркхема». Мы снимаем чисто за деньги краундфандинга. Мы запустили проект, мы собрали деньги, мы уже сняли 10 съемочных дней. У нас вся волонтерская группа 30 человек примерно, и участвуют профессионалов там где-то 4-5 человек, которые курируют студентов наших. И, в общем-то, мы уже скоро закончим. То есть я к тому, что это возможно. Понятное дело, что нельзя все время быть в таком именно такого рода проекты так делать. То есть это такой, может быть, одноразовый или 2 раза можно так сделать для того, чтобы выйти, допустим, на более высокий уровень, и там уже, я не знаю, с кем сотрудничать, либо с Министерством культуры, либо, может быть, с какими-то зарубежными там продюсерами. То есть это возможно.
То бок нешта сапраўды стала танней. Але все роўна нейкія грошы патрэбныя, ну, то бок нешта не стало танней. Нет, да? ну, как бы, может быть, оборудование стало дешевле, да, то есть, но все равно, допустим, работа людей, она денег стоит. Если мы хотим что-то сделать, допустим, договориться с кем-то, да, вопрос коммуникации — это одно, а другое дело с некоторыми локациями, ну, нужно платить за аренду, это нормально. Там изготовление или аренда костюмов, то есть, ну и так далее, это все равно стоит денег. О чем-то можно договориться. Я бы сказал о том, что скорее стал порог входа на рынок ниже. То есть, да, ты можешь практически за бесплатно снять на волонтерских началах первый короткий метр, но как это работает в Евросоюзе, в Украине, после этого ты уже можешь претендовать на финансирование, чтобы это стала твоя профессия, чтобы ты мог этим зарабатывать. Потому что самая большая проблема, что большинство наших авторов, они вынуждены где-то работать и параллельно делать еще какие-то проекты, в то время как их коллеги из Украины, для них это постоянная работа, бюджет 500 тысяч евро, и все равно это сказывается на качестве и дальнейших перспективах этого кино. Цікава, што ў Беларусі шмат у якіх сферах такая сітуацыя. Напрыклад, у музычнай сферы, ну, якую мы як радыё асвятляем часцей за кінематаграфічную, таму што ўсё ж такі тут мы супадаем па форме. Вось роўна тая самая сітуацыя. Адзінкі беларускіх музыкаў не працуюць на якіх-небудзь заводах, там, я не ведаю, не займаюцца дызайнерскай працай і гэтак далей, каб паралельна мець магчымасць займацца музыкай. Я, дарэчы, знайшоў вельмі хутка краудфандынгавую кампанію. Яна ўжо паспяховая, я так разумею, 32 спонсора і 150% сабрана на гэты фільм па сусвеце Говарда Филиппа Лавкрафта. Проект уникальный тем, что такого на пространстве на нашем белорусском не делалось, и поэтому интерес со стороны аудитории есть. То есть наша задача сделать это красиво, интересно, качественно. Ці ёсць што-небудзь, што яшчэ абавязкова мы мусім сказаць, неяк падсумаваць, да, вось гэта 6 гадоў. Мы, ў прынцыпе, прайшліся так па тых перспектывах. Вось мы нічога не сказалі пра кіно пра правы дзіцяці. Вось быў яшчэ адзін такі праект, мне здаецца, даволі важны. У нас на яго ёсць літаральна хвіліна, як падказвае мне наш гукарэжысёр, але калі вы, Константин, справіцеся за хвіліну, то мы можем про его поговорить. Это текущий проект, который все еще реализуется, объективно правы дзіцяці, проект, который должен разрушить стереотип отношения кино про детей, про права детей. Мы до этого проводили образовательную конференцию, рассматривали, чем вообще в целом может быть интересно кинематографистам кино про права человека, про права ребенка в частности. Так это не просто кино про детей. Это кино детей, про правы детей. Да, после этого мы провели конкурс сценариев, потом был этап менторской поддержки, Андрей проводил ее, Андрей Курейчик, Сергей Анцелевич, Влада Синькова. И после этого мы провели открытый питчинг, это тоже наша фишка, что мы показываем на даже таких локальных проектах, как должна работать индустрия, через открытый питчинг, через комментарии жюри, чтобы все видели, почему тот или иной проект не проходит. Вот. И в итоге мы сейчас отобрали 4 короткометражных проекта. «Тихая та», «На пороге молчания», «Рыба дней моих» и «План по детям». Это 4 фильма про права ребенка, которые вот осенью уже состоится премьера в кинотеатре Silver Screen, и мы сможем... Чтобы эти фильмы пройдут в прокат. Да, мы планируем, что они будут показаны в 18 городах Беларуси, и наши партнеры в том числе этому содействуют. Это проект при поддержке посольства Нидерландов, ЮНИСЕФ и компании First Trend. Круто. Сябры, калі вас зацікавіла майстэрня сацыяльнага кіно, ёсць сайт соцкіно.by, у прынцыпе, яго не складана знайсці, і там знайсці адказы на тыя пытанні, на якія мы цягам гэтага эфіра не адказалі. Праектаў шмат, граняў, на якіх працуе майстэрня, таксама вельмі шмат, і мне так нават здаецца, што для кожнага, хто думае пра тое, каб займацца кіно, тут знойдзецца якая-небудзь ці праца, ці курс, ці яшчэ што-небудзь такое. Андрей Палупанаў, дырэктар, рэжысёр майстэрні сацыяльнага кіно, і яго намеснік прадзюсар Константин Варабей былі ў гасцях у Еўрарады. Дзякуй вам, сябры, за тое, што прыйшлі да пабачэння. А мы згортваемся вельмі ўжо хутка. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся, а зараз навіны. Еўрапейскае радыё для Беларусі.